Тема нашей беседы — деятельность штаба поддержки и помощи Донбассу в Республике Абхазия. Гость студии — руководитель штаба, председатель Международной общественной организации «Доброволец» Мироненко Вадим Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о роли ваших организаций в контексте поддержки Донбасса нашей республикой. Какие ключевые задачи и направления осуществляются вашей организацией непосредственно, и что уже удалось реализовать из поставленных целей? Штаб был создан в 2014 году, 5 мая. С 5 мая республика, как мы все уже знаем, помогает. Помогает постоянно, регулярно. Еженедельно уходит груз из Абхазии. Штаб работает не только на территории Абхазии, мы работаем со всей Российской Федерацией, то есть взаимодействуем с ребятами, которые работают в Питере, в Москве, в Омске, в Томске, разницы нет где. То, что нужно, что-то можно из Абхазии, что-то нужно из Российской Федерации, все это идет еще до 2022 года на фронт, это идет мирным жителям, детям, старикам. И так работает штаб. Изначально штаб создавался как добровольческое движение. Почему и называется организация «Доброволец». Вот очень символично, хотелось бы это отметить, что именно сегодня происходит наша с вами беседа, потому что сегодня, 6 мая, отмечается уже 11-й год, День добровольца Донбасса. Вот, может быть, расскажите По факту об этом. 11 лет добровольческому движению, уже 11 лет, но праздник сам, мы считаем его День праздником, памяти. День памяти, праздник. Вот, День добровольца Донбасса, это День Георгия Победоносца. Сегодня с праздником вас было. Спасибо. Вот, День Георгия Победоносца. И этот праздник, как я не присутствовал, когда его объявляли, это регистрировалась организация такая, Союз добровольцев Донбасса. Она существует и по сегодняшний день тоже. Вот, и наш ветеран Отечественной войны народа Абхазии Роман Юрьевич Леньшин, он присутствовал, когда батюшка сказал, вот символичен этот день. И вот в этот день все стали отмечать День добровольца Донбасса. Утвердили они, утвердили мы этот праздник. У нас он вообще проходит как по уставу, то есть он есть у нас как праздник, праздничное мероприятие. Вот, всегда, то есть и правительство приходит, если есть такая возможность, и общество приходит, и просто народ почтить память. Память погибших, не только граждан Абхазии, но и граждан Российской Федерации, всех, кто есть вообще, кто причастен к этому движению. Это движение 14-22. Сейчас как бы уже новая волна, уже, к сожалению, новая операция, и вот, но мы продолжаем взаимодействовать. Да. Тема войны особенно остро воспринимается в нашей стране, нашим народом, учитывая события 1992-1993 годов нашей Отечественной войны народа Абхазии. И именно в тот тяжелый период к нам на помощь пришли также добровольцы из Донбасса. Очень символично, конечно, что им и сейчас, вот непосредственно в этом конфликте в 2014 году, с нашей стороны, из Республики Абхазия, также наши добровольцы отправились на помощь своим братьям на Донбасс. И вот хотелось бы, конечно, чтобы вы более детально подошли к этому вопросу и рассказали о первых погибших героях из нашей республики. Первые погибшие герои из нашей республики — это обычные ребята. Вот скажу о Валерии Лысенко, он был простой сухумский парень, вообще рожденный в Иширах, Иширский, Сухумский. Вот, работал поваром. Погиб в ноябре месяце 2014 года. Ираклий Адлиба, это второй погибший парень. Обычный, простой парень. При штурме Маринки тоже погиб. И вот эти все ребята, как бы мы их знали, это наши братья, так скажем. Это были добровольцы. Именно вот то, что мы знаем по 92-му, 93-му, то есть люди встали и пошли в другую страну помочь другим людям. Как говорит Ахра Авицба, знаете о таком человеке, это Конечно. Командир пятнашки, он говорит ополчуги. Вот. Это ополчуги, есть такое, а есть сегодня вооруженные силы. То есть сегодня вооруженные силы, есть добровольческие корпуса, тогда централизованно это не было, были ополченцы.
То есть, в свою очередь, вот Ахра в июле зашел на Донбасс с пятнашкой, как бы это была интербригада, его избрали командиром. Да. Я вам скажу, что наш земляк Леньшин Роман Юрьевич на тот момент, я был его заместителем, он стал главой погрануправления Луганской Народной Республики. То есть этот человек, доброволец, был в Абхазии, и этот человек с абхазскими наградами пришел туда уже руководителем. Понимаете, да, о чем говорю? Как это все взаимосвязано. Враг у нас один. Я не скажу, что у нас не было тогда вот этих националистов. Все было. Мы помним грузин, как они себя вели, как они в одночасье превратились в тех же бандеровцев, которых сегодня называют в России бандеровцами. Они жили рядом с нами и перевернулись и стали фактически нашими, я не о всех говорю, да, нашими врагами. Да. То же самое произошло и там. То есть люди жили, пили вместе кофе, играли в футбол на улицах, и на второй день стали тоже убивать людей. Вот что произошло. Вот скажите, пожалуйста, как происходит процесс взаимодействия ваших организаций с населением Донбасса? Какая более конкретная работа ведется на той территории? Ну, я вам скажу, нет того города на освобожденных территориях именно ДНР и частично ЛНР, кого я не знаю. То есть мы взаимодействуем. Вот сегодня должен был прийти, находиться в студии Константин Георгиевич Адактилос, это коренной сухумчанин, наш представитель с 2015 года. До того был другой представитель, человек. Вот. Он, к сожалению, у него позвоночник хромает после Мариуполя. Он воевал, штурмовал. Он ведет работу по всем регионам. Точнее городам. Есть у нас представитель, местный парень, он воевал, был в плену, взрослый человек, Владислав Петров, там местный человек, он больше знает, что нужно людям. Мы помогаем всем, у кого есть, по мере возможности, если... Это гуманитарная помощь, да, вот именно вы говорите, взаимодействие, да. В каждом городе у нас есть добрые друзья. На наших глазах уже выросли дети-инвалиды, которые были 10 лет назад маленькие, сейчас они нас встречают, они нас ждут. Даже если 1000 тонн мандарин уедет в один город, они ждут именно нас, что мы придем и их порадуем, понимаете? Вот такое тоже есть, да. Это по детям, по семьям. Кому-то было такое, что даже помогали выехать с той территории. Это уже можно говорить, потому что эти территории освобождены, людей вывозили и в перемирие, и много чего было у нас сделано за эти годы, много чего делается и сегодня. Сегодня скажу вам более степенно все, более спокойно, помощь идет точечно. А тогда, представьте, да, вот стою я, допустим, в белых кроссовках, в кепке от одной формы, это было ополчение. И нужно было все. Вот как во время нашей войны элита практически уехала, да, и остались патриоты страны. То же самое было и там. Элита заморозилась, а патриоты встали. А что есть у патриота, кроме совести, родни, семьи и так далее? Да? И вот нужно было это все делать. Вот, и мы это все делали. Я был замкомандующего по международным вопросам. Я был представителем ДНР в Республике Абхазия. То есть эти должности, они, может быть, как бы юридически, мы ее вчера создали, ту же самую ДНР, понимаете, это бумага, это память. Вот, но по факту это было нужно, важно делать. Мы создавали фонд развития взаимоотношений, почему мы сказали несколько организаций между Абхазией, ЛНР, ДНР, Россией на тот момент. Называется «Отечество». Фонд до сих пор не закрыт. Как бы сама цель фонда была не сбор денег, а помощь людям. То есть какой-то проход границы, это же юридически сложно, да, проблемно, и чтобы хоть какие-то бумаги нам в этом помогали. Но до сих пор штаб существует на базе, у нас единственный кабинет, это казачья организация, ветеранская, Союз казаков-ветеранов боевых действий в Абхазии. Да? И вот на базе этой организации у нас, это наша организация тоже, существует до сих пор штаб помощи Донбассу. Туда привозят что-то. Вы понимаете, в чем дело? Наши граждане вообще не безучастные. Вы понимаете, есть вот мы сегодня благодарили 15 человек. Не все 15, да, там благодарственные письма. Есть гораздо больше, но этих людей до того уже благодарили. То есть
людей очень много, которые откликались. Я вам не скажу, что прям подпрыгнул и откликнулся бизнес. Нет этого. Ну, В простые основном граждане, да, в основном, граждане да, Абхазии, пережившие войну, помогали они гражданам, пережившим там. воспринимают более Вот. остро. Есть и бизнес, который помогал. То есть, но это определенные, опять-таки, люди. Вот. То есть я скажу, что наша страна сполна сделала для Донбасса то, что могла сделать. Мы и в Абхазию помогаем. Я не буду говорить вот на данный момент, что мы делаем. Есть один проект, он и здесь будет реализован, и это хорошо. Вот. Но было такое, что мы, наверное, вы слышали, мы форму привозили для детей, для наших интернатов, потому что не только для интернатов, и для фонда, здесь фонд есть вот по помощи детям, да, потому что люди, которые помогали Донбассу, мы с ними давно взаимодействуем. Обратная связь Они, такая, да, они просто взяли, купили, не купили, пошили, то есть у них цеха, я не знаю, как у них это называется, заводы, да, они пошили, и в районе 500 комплектов, то есть 450 100% мы раздали по списку. 50, как я помню, это было между, там, кто-то нуждается, по соседям, по родственникам, по тем людям, которые нуждаются по нашему списку. А так мы отдавали вот именно организациям, то есть нашим, которые, у нас тоже есть люди и семьи, которые очень нужны. Конечно. Вадим Николаевич, вот не могу не сказать, все-таки наша страна — это маленькое государство, и каждая смерть каждого нашего героя воспринимается очень как личная боль. И поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы все-таки вот делали акцент на статистику, да, на данные, какое количество на сегодняшний день погибло в этих боевых действиях с нашей стороны, и как вы отслеживаете этот вопрос? К сожалению, более 50 человек у нас погибших, под 60 Очень большая человек. цифра Это для большая нас. цифра, да, не все граждане Абхазии, но из них есть просто те, кто проживали в Абхазии. Допустим, супруга с Абхазии, человек приехал, здесь живет много лет, вот он поехал на войну, погиб, но это тоже наш человек. Конечно, безусловно. Он приехал с Абхазии, его похоронили в Абхазии, такие моменты тоже были. Вот. Вот это, что мы можем сделать для этих людей? В 2015 году, когда, естественно, никто не признавал этот Донбасс, у нас был учрежден Золотой Георгиевский крест. Это высшая награда, вообще считается у воинов. И мы, как бы, к сожалению, у нас за редкость сегодня, что мы вручаем эту награду живым. Вот что мы можем сделать от штаба для погибших, это только вручить награду посмертно. К сожалению, это так. Хотелось бы вручать награды именно живым, и именно победителям. Но хочу сказать для тех, кто смотрит, да, эту награду придумал не Вадим Мироненко. Когда в Донецке учредили 4 Георгиевских креста, 4 степени, мы, это Минюст Абхазии, правильно? То есть мы, наша организация, подструктура фактически Минюста. Ну, зарегистрирована. Да, зарегистрирована в Минюсте Республики Абхазия. И в беседе в личной с Александром Владимировичем Захарченко, я говорю, вот там, он говорит, а ты не суверенное, говорит, государство, говорит, вы организация. И вот мы учредили 2 степени крестов. К сожалению, ну, у нас нет такой возможности. Сначала были вторая степень, мы награждали ветеранов войны и так далее. Для меня любой доброволец, который пошел на территорию Донбасса, он уже заслуживает, понимаете? Вот пересек он уже заслужил, потому что не каждый сегодня сможет услышать выстрел снаряда и просто... Вот. Поэтому, исходя из этого, это не то, что я там придумал или мой коллектив придумал и захотел. Учреждены 2 креста, официально признаны везде, награждено очень много народу, в том числе в Российской Федерации, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. И один из соавторов и соучредителей этого креста, это, еще раз говорю, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Леньшин Роман Юрьевич. Вот. Он сам награжден в прошлом году, хотя с 2015 года как бы он был в теме. Награжденный Ахравицба и все ребята. То есть это не моя прихоть.
Это на тот момент награды, которые у нас была возможность создать и вручить. Вот. И, кстати, хотел бы сказать о наших первых добровольцах. Наши первые добровольцы — это вот 5 человек, которые погибли до 22 года. Вот. Скажу так, при личной беседе вот с нынешним президентом мы имели общение по поводу добровольцев. Я дал объяснение, что эти были до, то есть первая волна ополченцев, как мы говорим, ополчок, да, и вот как бы их всех наградили орденами мужества. В 23 году все 5 были награждены орденами мужества по заслугам. Я считаю, что доброволец, который сложил голову, он заслуживает большего. То есть есть такое. А вот ведется ли поддержка семей погибших на Донбассе? Ведется, именно вашими организациями? Ведется, да. Вот, то есть мы тем, кто были до того, мы взаимодействуем постоянно, помогали и так далее. Сейчас, кстати, государство наше помогает. И помогает неплохо, да, когда люди оказывает обращаются. содействие, да, по всем когда люди пишут, они помогают, да. Вот мы юридически вот недавно помогали одной семье. Сегодня тоже есть. Я не хочу просто имена называть, людям будет неудобно, как бы. Ну, то есть, на самом деле и помощь есть. Конечно же, и существуют проблемы, их нужно решать по возможности. Вот на ваш взгляд, каковы перспективы развития взаимоотношений между Абхазией и Донбассом? Я вам скажу, что мы с 2014 года, можно так сказать, побратимы уже с Донбассом. На Донбассе есть единственная экспозиция, я неоднократно говорил, еще раз скажу, национальная экспозиция, только абхазская. Вот. То есть есть абхазский флаг республики нашей страны, есть фотографии погибших ребят в первую декаду именно добровольческого движения. Вот. Есть награды, шевроны, погоны, все, что связано с Абхазией, по максимуму, что мы могли сделать, мы сделали. Вот. Такая же экспозиция, в принципе, создана сейчас в Республике Абхазия и в Музее боевой славы. Спасибо Мзии Бея, вот мы с ней, как бы, герой Абхазии. Взаимодействуем. Да, взаимодействуем. Русская община и бойцы, ребята, и все это сконнектили, так скажем, и собрали эту экспозицию. Так. А на Донбассе есть, да. На Донбассе есть, и не просто экспозиция. Она с первых времен зарождения вообще движения, мы говорили на эту тему, но почему-то у нас получилось это все сделать через несколько лет. Вот. То есть, но получилось по факту. 2025 год – это юбилейный год. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Буквально через несколько дней будет большой праздник для всех граждан, не только нашей страны и Российской Федерации. Я думаю, что и в принципе всего мира. Да? И вот, насколько мне известно, вы тоже внесли свою лепту, вот ваши общественные организации, в преддверии 80-летия Победы и запустили благотворительную акцию. Расскажите немного об этом, о книге памяти. Книгой памяти в основном занимался, вот сейчас его нет в студии, это Роман Сергеевич Рязанцев, русская община, представитель русской общины. Это была его идея. Работает с книгой памяти именно он. Это портал, как я понимаю. Я не силен в этих делах, в деталях. Насколько я знаю, что и когда праздновалось 75-летие, также был инициирован этот проект изначально в той дате, тогда, и вот сейчас продолжается работа в этом направлении. Да, там фактически собирается база, понимаете, база наших старших, которые погибли, ветеранов 41-45, 92-93, афганцы, Донбасс. Ну, это очень благое дело, которое вы делаете. Я думаю, что и народ Абхазии это оценит по достоинству. Спасибо большое вам за беседу. Рада была вас видеть. До свидания.